Здравствуйте! Сегодняшняя тема – ответственность СМИ и интернет-изданий. С нами эксперт по выборам Бакыт Самаков. Здравствуйте, Бакыт. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, когда СМИ и интернет-издания несут ответственность и какие виды ответственности бывают? Средства массовой информации и интернет-издания несут ответственность за нарушение требований избирательного законодательства, в данном случае Конституционного закона о выборах президента и депутатов Жоғарғы Кеңесі. В случае нарушения правил информирования либо проведения предвыборной агитации, Центральная избирательная комиссия вправе вынести письменное предупреждение. В случае неоднократного нарушения средством массовой информации или интернет-изданием требований законодательства, Центральная избирательная комиссия вправе вынести решение о лишении аккредитации, об отмене аккредитации средств массовой информации и интернет-изданий. И как данное решение должно быть основано на законе с указанием четких ссылок на действующее законодательство о выборах. А теперь давайте поговорим про социальные сети, а конкретно про Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Есть ли какие-то правила использования социальных сетей и что можно опубликовать, что нельзя? В настоящее время социальные сети и интернет в принципе невозможно регулировать, но несмотря на это Центральной избирательной комиссией предпринимаются меры, прежде всего в целях обеспечения открытости, прозрачности самого избирательного процесса, открытости, прозрачности финансирования предвыборной агитации. Центральная избирательная комиссия предпринимает меры и проведено несколько встреч с представителями социальной сети Facebook, Instagram, они же в том числе, где достигнута договоренность, что Facebook будет оказывать содействие Центральной избирательной комиссии в мониторинге политической рекламы, которую размещают политические партии и кандидаты на социальной платформе Facebook и Instagram. И в настоящее время рабочая контрольно-ревизионная группа Центральной избирательной комиссии осуществляет мониторинг данной политической рекламы. С помощью достигнутых договоренностей у Центральной избирательной комиссии есть возможность отслеживать объемы данной политической рекламы и движение средств, то есть оплаты за размещение политической рекламы. И в настоящее время, хоть и законодательством не отрегулированы правила размещения в социальных сетях, вместе с этим политические партии и кандидаты должны придерживаться общих правил и порядка проведения предвыборной агитации, в том числе и в социальных сетях. Рабочая группа по агитации также мониторит социальные сети на предмет соответствия размещаемой политической рекламы требованиям действующего избирательного законодательства. Спасибо огромное за ваше время. С нами был эксперт по выборам Бакыт Самаков.